Если трусость нынешних отцов называют осторожностью, обязательно наступит время, когда рабство детей назовут преданностью. Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Если мир, заявляю ответственно, всем миром не остановит эту чуму или не сделают Россию правовой, по крайней мере, хотя бы в правом отношении не будут соблюдать норм международного права, миру подлежит тяжелейшее потрясение, тяжкие потрясения. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова. Вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Если у тебя нет сил победить, то пусть хватит сил не покориться. Я попросил бы соотечественников не обращаться к славе прошлого. О них, об этой славе, сказано лучшими людьми России и всех стран мира. Когда мы сами об этом много говорим, это значит, духовный потенциал нынешнего поколения иссяк. Свобода — вещь дорогая, пытаться приобрести ее задешево — бессмысленное занятие. Мы не забываем о том, что на нас лежит ответственность за судьбу братских нам народов Кавказа. Объединение народов Кавказа в единое сообщество равноправных — единственно верный и перспективный путь в будущее. Мы, и я лично, придаем особое значение вопросу единения Кавказа. Мы обязаны стать инициаторами такого единения, ибо находимся в центре интересов народов нашего горного края как географически, экономически, так и этнически. Нет в мире ни одной человеконенавистнической идеологии, даже в теории, более жестоко и цинично действующей, чем руссизм, никаких моральных принципов, все они как животные. Нехватки пищи в самой природе не заложено, нехватка духа — вот это вот дефицит. На этой земле умершего с голоду не знает история веков и времен. Если есть дух, значит войну можно вести 100 тысяч лет. Если его нет, ни одного дня. Можно завалить все столы пищей и от обжорства умереть.